Титульный поединок. Кто бы мог подумать, что спустя столько времени мы увидим звание лучшего медиабойца Ли Октагон. Итак, все внимание на экран. Наш незаменимый Магит Тургумбаев, реконнотер объект участников мейн-эвента Камиль Карате и Еркебулан Тохтар. Балашалах, пора отдать все свои силы и энергию. Синий угол, вас не слышно! Красный угол, дайте шуму! Центр, давай еще громче! Переходим к представлению пары бойцов. Титульный поединок. На кону титул Best Media Fighter. И пускай победит сильнейший. Октагон покажет. В синем углу клетки боец из Таджикистана. Бойцу 36 лет. Его рост 175 сантиметров. Его вес 73 килограмма. Он представляет клуб Ахмат Таджикистан. Раджаб Али Байонов. Из Таджикистана поприветствуем Камарадин Камил Карате Хасанов! В красном углу клетки его соперник из Казахстана. Бойцу 29 лет. Его рост 182 сантиметра. Его вес 73 килограмма. В его активе 9 побед при 3 поражениях. Из Казахстана давайте громче поприветствуем Еркебулан, актер Тохтар! Рефери в титульной схватке Тлек Папанов. Слово ему. Формула поединка 5 раундов по 5 минут. Бойцы на середину. Бойцы поприветствовали. У вас титульный бой. Правила знаем. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Моей команды выполняется быстро и четко. После команды стоп все действия прекращаются. О, напряжение между двумя бойцами. Что за стердаун? Пожелаем удачи бойцам. Мы наблюдали. Первый раунд. Первый раунд. Первый в истории лиги BMF титул. Ну и мы готовы узнать имя владельца этого титула. Намного выше ростом Еркебулан Тохтар. Ну и, конечно же, помоложе. Земный статус оппонента. Как сильно повлияет это поединке. Понятно. В стартовом раунде очень опасен Еркебулан Тохтар. Первые секунды. Скорее всего, также будет делать ставку на свой бокс. Тохтар Да, ногами, конечно же, будет атаковать. этого мы ожидали. Чтобы Карате. остановить бокс, Хасанов, конечно же, будет бить ногами. Здравствуйте, носит прозвище Карате. В последнее время, кстати, очень неплохо набирать в борьбе Хасанов. Это нельзя не отметить. Да, в нужный момент умеет. Попытался сконтрить ударом справа. Первый размен. Ну, довольно-таки опущенные руки, да, у Тохтара. Нету как минимум больше, чем предыдущий соперник. Карате. Это уже для него достижение. Опасается он все же бокса. Безусловно. Все-таки до этого Камиль выступал в категориях пониже, если честно. Ну и визуально не похож на бойца легкой весовой категории. Ну и схуднул Еркебулан, это тоже заметно, кстати, да? Чуть больше обычного пришлось снижать вес Еркебулану Тохтару. И готовится пришлось основательно. Да. 5 раундов. А такой опыт ни Камиль, ни Тохтар не имеет. Удар прилетел где-то в область. Активизировались. Мы поняли, в чем опасен Камиль и в чем опасен Еркебулан. Да. Мы и до этого знали, но пока что не применял это. Камиль. И выжидаем. Ой-ой-ой, опасно. Тяжело. Резко бьет на движение вперед как раз таки. Пытается этот тайминг. Подобрать дистанцию тяжело. Да. Тохтару. Очень быстро на ногах Хасанов. Ну и вот эти лоу-кики, они тоже, конечно, сильно влияют. Тяжело на ударную дистанцию подойти Еркебулану. Ну, лоу-киков не так много, на самом деле. Я ожидал прям огромное количество этих лоу-киков.
Ну, опасно лоу-кики наносить на самом деле с дистанции, потому что Можно попасть. он очень быстрый, конечно же, на контратаках. Но все его победы были как раз таки вот на контратаке. На движении вперед от соперника, поэтому опасается. И не зря, я так вот понимаю, Камиль опасается. Да. Возможность для Еркебулана. Очень неуверенно себя чувствует Хасанов именно вот в такие ситуации. Ну вот каждый раз, да, показывает, что он хочет ударить именно ногами. Атакует ногами. Часто мы это видим от претендента в лице Еркебулана. Включает, да, время от времени ноги. Апперкот очень точный был, но Сдали нервы Хасанова. уходил назад от второго момента. Сразу же сел на велосипед Хасанов. Да. Или на самокат, пока что непонятно, но не хочет он размениваться. Ему это невыгодно абсолютно. Ну и стоять на месте тоже не хочет. Понимает он, что перед Еркебуланом стоять, но так себе затея. Поэтому... Подвижный какой, а? Не может он словить. Я уже предвкушаю после матчевого интервью Еркебулана, который побежал. Что Камиль все время велосипедил. Ну, Камиль также можно понять. Размениваться с Еркебуланом, ну, опасная затея. Но таким образом поединок не выиграешь. Хасанов очень много пространства отдает Еркебулану. Выкладывается. Что не есть хорошо. Остается минута до окончания первого раунда. Тем временем Как будто бы слишком большое уважение к мощи ударов, да, Тохтара сейчас. Вот Хасанова. я предполагаю, что сделали акцент на длинной дистанции, дают возможность размахаться Еркебулану. И все его предыдущие поединки заканчивались очень быстро. Вот Камиль, конечно же, в своей карьере проводил 3 раунда. Первый клинч. Да, в этом раунде 30 секунд остается. Шанс для Хасанова. Должен он попытаться сделать тейкдаун. Сложно. Да. Если массой на массой, скажем так, силу на силу пытаться выдернуть. Будет ли тейкдаун? Готовит. Вот это поворот. Не ожидали мы от него тейкдаун. Ну и возможность поработать. Этот тейкдаун, конечно же, гарантирует, что судьи по итогу первого раунда дадут предпочтение именно Еркебулану Тохтару. Да. Больше прессинговал. Да, были пропущены удары, но тем не менее последний эпизод в кике тейкдауна, я думаю, очень сильно повлияет на мозговых судей. Взглянем лучшие моменты прошедшего раунда. Ну и подхват от Еркебулана Тохтара. Вот так сюрприз. Не мог я себе такое представить, если честно. Ни в одной вселенной я такое не мог себе представить. Но видишь, как влияет статус чемпиона БМФ на Еркебулана Тохтара. Естественно, парень чувствует и основательно видно, что подготовил. Ну и можно сказать, что предыдущие соперники не давали им возможности полностью показать весь свой арсенал. Да. До этого еще говорил, что я на борьбе. Внимание, второй раунд! Балашалах, давайте еще поддержим бойцов! Мы это увидели. Ну, понятно, что Хасанов сделал ставку именно на 5 раундов. И будет интересно посмотреть 4-5 раунд, как себя будет чувствовать Тохтар в первую очередь. Да, он легче, он дышит неплохо, Камиль. Ну и в целом такой темп он не выбирает, очень активный. Удары не вкладывается. Но понимает, что он отдал первый раунд, поэтому должен сейчас отыгрываться. Ну, в таких боях нельзя рисковать, сознательно отдавать раунды. Да. Вращением в туловище. Называемый Ушира. От Камиля. Да, вот мы видим уже попытки навязать свою работу. Вот теперь Еркебулан.
это смело. Призывает в центре рубиться, но это провокация. Ударом. Да, это провокация. Подвергся провокации, не смог устоять. Да. Этого я говорил, кажется, в предыдущем поединке, что приглашение в размен может быть последнее приглашение в этом поединке для Камиля. Понял Хасанов, что нельзя это. Свою ошибку. Да. В размене Серкибуланом шансов мало. Такими вот одиночными ударами, где-то взглянуть хайкиков. Ну, конечно, как без шоу. Не хочет. Не хочет. Невыгодно это Камилю делать. Конечно. Погнали. Да, вот сильно прям опасается этих ударов. За высоким блоком тоже прячется. опасался бы. Большая пауза. Ну, да, выжидает Хасанов. Неплохо. Бруфит. Это было интересно. Призывает также Камиля в центр октагона Еркебулан. Ну, ощущение, что все еще потрясен Хасанов и пытается немножко восстановиться. Да, удар был плотным, очень. Размашисто действует Тохтар. Слишком большие паузы между атаками. Хасанов в целом перестал атаковать. Ожидали мы от него больше лоу-киков, но вот удары ногами в целом перестал он наносить в этом раунде. В первом раунде ноги он использовал чаще. Так, ну... Поединка снизился. Да. Охота прям заскочить в октагон и сказать, чтобы не держали нас тут. Сами знаете, за кого. Неплохо. Чувствовал мощь ударов Камиль Карате. До этого понимал, что это была мощная бой. Теперь же... Да. Вот что нам нужно. Нужно активизироваться, побольше атак. Какой-то дружелюбный, да, у нас стал Хасанов. Очень часто подает руки. Почает Камиль! Да, и зарубается. Почувствовал тоже, да, что приложился хорошо. Хасанов Достойное уважение. видит все эти удары. Ну, не такой быстрый Хасанов, как ему кажется. Тяжело скрыть эти удары с разворота. Ну и плюс дистанцию удобную. Подготовить. Да. Либо вытянуть на себя необходимо. После лоу-киков, затем этой же ногой нанести удар. Лучше притягивать на себя, потому что здесь замаскировать удар, возможно зайти в размен, оттянуться и дать разворот. В каком-то моменте под эту ногу зайти, показать влево, уйти вправо и затем... Пошел сразу же зарубаться. Терпение у Еркебулана. Да. Время от времени нервы сдают. Что у Тохтара, что у Камиля Карате. Ну, очень большая прям армия поклонников у Еркебулана здесь. По ощущениям, здесь как будто бы солдат в Аншелаге. Ну, причем без уважения к ударам Хасанова, да, зарубается Тохтар, когда подходит на ближнюю дистанцию. Он пропускает. Не пытается даже защищаться. Концовка. 20 секунд. Да, но Хасанов сдает позиции снова. Да. Здесь с двумя боковыми ударами Камиль. Попытался украсть концовку. Ну, видны эти все удары. Справа здесь. Так, Клич. В манере в первом раунде пытался провести бросок через бедро. Тяжелый раунд для подсчета. Интересно, как посчитают этот раунд судьи.
Внимание, третий раунд. Балашалах, давайте еще подбодрим бойцов. Все готово к началу третьего раунда. Середина поединка. Есть ощущение, что мы увидим все-таки 5 раундов. Не пахнет у нас досрочной победой, хотя всякое может быть. Активизировался Хасанов, понимает, что он, скорее всего, отдал эти 2 раунда. Ну, 2 раунда уж точно. да, дальше уже он себе такого не может позволить. Слева здесь Плохо. по левым хукам. Да, стал огрызаться. Достал подбородок Еркебулана. Неплохо. Вот игнорирует удары руками Хасанова Тохтар, и это может плохо кончиться. Как будто бы мощь, да, его ни во что, Пытается ни во что не маскировать ставит. свой удар Еркебулан. Еще одна попытка Еркебулана Тохтара и Камиля Каратея все-таки выйти на размен. Да, на контратаках хорош Хасанов. Первую минуту этого раунда, как минимум. Да, сейчас у него в целом неплохо получается именно контратаковать. Есть. Но этого мало. Не идет зарубаться Тохтар. Идет Паркер. Вот что самое интересное, не делал он этого во втором раунде. И Потряс своего оппонента Тохтар и дает время на восстановление. Пытается да, удержать, пытается Еркебулан бороться. Возвращается в стойку, до сих пор потрясен после этого. Потрясен. Камиль. Хасанов. Я так понимаю, проблемы с носом возникли. Да. Номер 1. Идет рубиться сам уже. Да, возможно, самый сложный поединок для обоих бойцов, да? Разбрасывается. Слишком размашисто работает Последний. Камалетдин Хасанов. Стали читаемы его действия. Апперкот Тохтара. Ну и сразу же достает слева Хасанов. Да. Опять-таки повторю, что размены лучше с Еркебуланом не начинать, не входить в эти размены. Но не всегда получается избежать эти размены. Шура. Достает этим апперкотом, да. Очень размашисто бьет, складывается. Но вот тот нокдаун, кажется, бесследно не прошел, да. Есть. Пропускает Тохтар здесь. Но вот мощи все-таки как будто бы не достает Хасанову. Есть, попадает Хасанов. Там неплохо было от Камиля. Да, идет рубиться, но вот не встречает Тохтар. И уже сам начинает пропускать. Неплохо. Идет рубиться. Раунда. Проваливать, но не смог здесь контратаковать. Есть. Легкий джеб. Есть попадание. Уже Хасанов. Снова сдает о себе знать. Вот это уже острые движения. Встречает Еркебулан. Это было жестко. Как только держится Хасанов. Как только он стоит на ногах. Сколько людей упало бы, да, уже от этого удара. Сколько бойцов. Но огрызается и идет рубиться сам. Возможно, понимает, что надолго его не хватит. Но к чему эта пауза? К чему? Оба устали, оба понимают, что еще придется драться. Еще 10 минут впереди. 10 минут, 2 раунда. Самый сложный поединок, по всей видимости. Еркебулана такого давно я не видел в таком состоянии. Ну и Хасанова тоже. Надо понимать. Это очень сложный поединок для обоих. Этот поединок достоин главного события ведь. Согласен. Это точно не мисс-матч, как оказалось. Ой, просто идет рубиться Еркебулан, и это... Отскальзывается, или что происходит? Да, здесь, кажется, не было нокдауна. Скорее всего, поскользнулся Хасанов. 30 секунд до окончания третьего раунда. И мы увидим чемпионский раунд. Впервые в карьере для Камиля и для Тохтара. Но еще 30 секунд. Возможно, кто-то из соперников, кто-то из бойцов сможет досрочить или отправить в нокаут друг друга. Хасанов сейчас играет в игру Тохтара. Вот в чем самая главная его, наверное, проблема. Он пытается рубиться именно на руках.
очень мало бьет ногами. Возможно, уже не так много сил наносить. Дайте удары. Камиль тоже ногами. устал. Последние поединки заканчивались досрочно, и нужно быть честными. Все-таки оппозиция и Рукиблана, и Тохтара были не самыми опасными для них в тех боях. Не создавали таких сложностей и неудобств. Вот как оценивать теперь эти раунды? Ну, сложно, конечно. Третий раунд, на мой взгляд, получился одним из самых близких, возможно. Потому что были свои моменты и у Тохтара, и у Хасанова. Давайте вспомним самые лучшие моменты прошедшего третьего раунда. И вот как раз-таки здесь очень тяжело упал после нокдауна. Попытался добить, удосрочить в граунд-паунде. Не удалось. У Тохтара вернулся в стойку Камиль. Четвертый Дорогие раунд. друзья, начинаются чемпионские Так раунды. далеко ни На очереди Камиль четвертый Карате, раунд. ни Давайте еще раз Тохтар, поддержим ни громче Захарчи. бойцов. Чемпионские раунды. Четвертый, пятый раунд нас ожидает. Все на уважении. Хотя до поединка уважением не пахло. Но За такой бой, конечно же, можно уважать Камиля. Честно, я скажу вам, я думал, что это мисс-матч для Камиля. Но, как видишь, оказывает достойное сопротивление. Ну и все, вернулось в округе своя. Да, отступает, ближе к сетке держится. Ну, не боится он, что Тохтар пойдет бороться, поэтому может себе позволить подходить к сетке, стоять спиной к сетке. В этом плане все нормально. Рисков таких нету. Больше, конечно, он должен защищать голову и держать руки выше. Прекрасно он это понимает. Но, как мы говорили, так далеко еще они не заходили. И экшена, наверное, не стоит ждать уже в этих раундах. Здесь уже больше будет работа именно минимальная, без риска. Работа на баллы. Да, да. Здесь, если точно один удар, может изменить ход всего раунда и поединка в целом. 2 раза попал в нокдауне Камиль Карате. Выжидает, тоже хочет встретить справа. Вот удары вот эти справа немножко размашистые, но они довольно-таки жестко попадали по Иркеблану. Есть, неплохо. Огрызнулся. Не стал добивать. Да, не стал. Позволил. Выдерживает челюсть. Неужели Сломал, говорит, кажется, челюсть. готов продолжить? Ну, это же вроде как и не бокс, чтобы давать время на восстановление. Да, все нормально. Все, поединок основан. Скорее всего, сломана челюсть. BNF чемпион на ваших экранах. And new Best Media Fight. Эти парни закатили шоу, достойное звание лучшего медийного бойца. К сожалению, жаль, что так получилось. Жаль, что мы не увидели. Да, врач должен осмотреть, все ли в порядке с челюстью у Камиля Карате. Жесткие удары Иркеблана Тохтара в итоге сыграли свою роль. Давайте взглянем на тот самый момент. Да. Ну и не собирался Иркеблан в целом лезть в партер, да, дальше добивать. Ну, с тактической точки зрения, конечно, это правильное решение. Сначала было попадание от Камиля, ну и сразу размашистый удар рукой от Иркеблана Тохтара. Ну что, все готово к объявлению нового BMF чемпиона. Рақами дубозда дарвозабон Дмитрий Сулаймонов аз дастаи автозапчасти. На первой минуте 44-й секунде первого раунда победу
четвертого раунда, прошу прощения. На первой минуте и 44 секунде четвертого раунда победу техническим нокаутом одержал и становится новым чемпионом. BMF чемпионом, Best Media Fighter. Давайте громче, громче, друзья! Еркебулан